Здравствуйте, уважаемые зрители. Апснахабар продолжает работу. Рад приветствовать сегодня в нашей студии гостей. Инал Хашик из Варшава, Бзилошабит. К сожалению, Изида Терентьевна сегодня не смогла принять участие в эфире, но мы будем говорить о насущной проблеме. Я смотрю, у вас настроение замечательное. Прежде чем мы перейдем к непосредственно документам и к процессам, я бы хотел, чтобы вы рассказали, как вчера прошла встреча с министром иностранных дел Абхазии. Было короткое сообщение, но из него так многое не поймешь, поэтому, если можно, по вчерашней встрече такое. Ну, если коротко, то весьма конструктивно прошла встреча. Олег Борисович нас выслушал, он понимает ситуацию. Мы надеемся, что он будет помогать нам. Не только это не наша проблема исключительно меня, Нисфы, Ливана, Микаакана, Кварчи и так далее. Это и Юрий Патриантов и так далее. Это наша абхазская общая проблема. И я не исключаю, что это какие-то мы стали жертвой какой-то, я не знаю, внутриполитической, межполитической и так далее, борьбы и так далее, но тем не менее этот тренд, который разворачивался во время выборов, он, может быть, хорош был для того, чтобы был результат на этих выборах, но после выборов он создает огромные проблемы для самого государства абхазского. И Олег Мсасович, уверен, он понимает это. И так как он опытный дипломат и очень вдумчивый, очень порядочный человек, я хочу подчеркнуть, потому что я его не первый день знаю, мы дружим даже, так сказать, уже более 30 лет, даже 40 лет, даже сбился, да. Хороший, я прошу прощения, заголовок: друг министра иностранных дел Республики Абхазия объявлен иноагентом. Да, и кстати говоря, то есть такое могу сказать, что он мой друг, не только я, и он может сказать, что он дружит с Иналом Хашик, который сейчас имеет статус иноагента, и причем сказать это официально. То есть это подчеркивает его какие-то человеческие качества. Он не прячется за какой-то конъюнктурой, и он не конъюнктурщик. Я в этом уверен. Я знаю, что он очень вдумчиво к каким-то вещам подходит. С шашкой, конечно, в дипломатии не принято кидаться, бросаться, но я думаю, он объяснить нашим российским партнерам, что это не совсем то, которое отражает реальную картину происходящего в российско-абхазских отношениях. Это не будет способствовать как внутреннему развитию Абхазии, и также будет всегда иметь какой-то нехороший подтекст в российско-абхазских отношениях. Об этом, я думаю, поговорим чуть позже. Нисфа, твои тоже впечатления от вчерашней встречи? На мой взгляд, я совершенно согласна с большинством вещей, о которых говорил Инал. Мне показалось, что ему он не безразличен. То есть не было каких-то высокопарных слов, что я обязательно сделаю, рвать рубашку, что все будет решено. Нет. Но было не все равно. Тем более Олег Мсасович лично знал каждого, кто был вчера, и знает, с Иналом он 30-40 лет дружит, с остальными, со многими дружит, с кем-то лично общался и так далее. То есть он вообще прекрасно понимает и осознает последствия таких вещей. И соглашусь еще раз с Иналом, что тут же не о нас речь, конкретно о 5 лет, 10 лет, 20, я уж не знаю, сколько людей депортировали, таких цифр до сих пор нет, но МИД, вообще сам факт того, что мы пришли в МИД, в который мы за последние 4-5 лет зайти не могли,
сам факт того, что мы разговаривали с министром иностранных дел, с замами, с сотрудниками, да, но мне кажется, это уже такой большой плюс в нашей плачевной, такой ненормальной действительности. Перемены, да, такие. Да, но я почему-то чуть более скептичнее, чем мои коллеги, но я думаю, что он будет поднимать, как-то обсуждать и пытаться регулировать эти вопросы. Ну, тогда перейдем, наверное, уже ко второй части. На каком этапе сейчас, скажем так, ваши дела или наши дела? Ну, Вот, что сейчас происходит, суды, там, тяжба и так далее. Вот, я хочется как иноагент номер 1. Да. Да. Никто не смеет оспаривать это. Да. То есть у меня первый номер все-таки. Да. Еще и 8 марта. Да, 7 марта. 7-го, да, прошу подарок прощения. да, такой сделали. Но сразу же, в тот же день, вечером, мне пришло несколько сообщений, ну, куча всяких сообщений было, и звонков, и так далее. И, ко мне обратилось несколько контор адвокатских, которые там выразили, как бы, то есть предлагали свою помощь. Абсолютно бесплатно, бескорыстно предлагали свою помощь. Но, естественно, я как бы в тот момент я не знал вообще, кто это такие и так далее. Я, как бы, естественно, попросил паузу, поблагодарил их всех, попросил паузу, потом уже навел справки и уже выбрал одну адвокат, сделал ставку, ну, как бы определился в своем выборе, одну адвокатскую контору взял, которая имеет богатый опыт вообще. И она достаточно известная, это вот адвокатское бюро Агора. И вот они, как бы, я оформил на них доверенность, естественно, я там не выезжаю сейчас куда-то в Россию, в Москве пройдет это все, это судебное, суд этот будет в Москве. Но вот оформил на них доверенность, иск подан. Но до рассмотрения пока не дошло. Но ни с Фаизида, ни 2 неделями позже были признаны иноагентами, внесены в реестр Минюста России. Но, тем не менее, у них как бы уже движение какое-то есть. Я не знаю, как бы, почему вдруг у меня там пока этих движений нет. Возможно, там, я не знаю, там какие-то, как у кого-то там, у судей, может быть, там своя загруженность судей и так далее, может быть, там у них. Я как бы не берусь комментировать, но вот Нисфа теперь же вот скажет. Да, что Нисфа, ты еще с документами пришла, видимо, что-то это касается. Инал, конечно, иноагент номер 1, но рассмотрение из всех 3 дел, мое рассмотрение. Первое, так вот случилось. А вот сегодня в 5 часов вечера у меня суд. Это онлайн? Пока нет. Пока нет. Все, я понял, да. Сегодня назначен судебный процесс. Значит, конечно, адвокат, тоже вот юридическая контора Агора, будет ходатайствовать о том, чтобы я онлайн принимала в нем участие. Пока не могу сказать, не знаю, какое решение примет судья, согласится, откажет, но не это самое важное, хотя это тоже имеет значение. Перед, значит, судебным процессом Минюст России всегда присылает возражение на, значит, исковое заявление, поданное от моего имени в Московский суд. И вот тут самая интересная вещь. Во-первых, они прислали в самый последний момент, то есть сутки на подготовку, что физически невозможно, даже если какие-то документы запрашивать в Республике Абхазия в подтверждение или в опровержение, да, той или иной позиции. Но и это уже как бы бог с ним, да, будем это в юридическом русле решать. Документ просто потрясающий. Прям хочу сразу с него начать. Ну вот, он на 38 страницах, значит, с приложением, со всем остальным, в том числе с видеофайлами моих видеоблогов. Вот. В чем же главная претензия?
Минюста России, почему, на их взгляд, я подверглась иностранному воздействию. То есть это не просто какие-то мои мысли, это официальный документ за подписью, с печатями, со всеми делами. Значит, иностранное воздействие на Аршба, я прям зачитаю, да, выражено в том, что она имеет гражданство и проживает на территории иностранного государства, дефис Абхазской республики. Вот я дальше, то есть являюсь учредителем, руководителем, журналистом, корреспондентом, это все второстепенно. То есть моя главная проблема, на взгляд Минюста России, в том, что я являюсь гражданкой Республики Абхазия и проживаю здесь. И возглавляет абхазская медиа. Абхазская СМИ. Там еще мне вот интересно, что все-таки не Республика Абхазия, а Абхазская Республика. Безусловно. Минюст России готовит официальный документ возражения с печатями, с подписями на гербовом бланке, все как полагается. В скобках дальше они пишут «Республика Абхазия», а главную формулировку они допускают «Абхазская республика». И для меня вообще сам документ, он меня крайне искренне удивил, если честно. Какие главные претензии? Для истории надо заскринить. Безусловно, этот документ, как только мы до какой-то определенной стадии судебной дойдем, я его начну выкладывать, то есть я придам ему публичную форму. Сейчас я этого не делаю ввиду того, что там есть некоторые нюансы, которые для процесса имеют значение. Так вот, самое главное, все публикации, абсолютно все, которые они в возражении указывают, вот я ряд из них распечатала, значит, какая главная в них претензия? Они так и пишут. Публикации, касающиеся действий руководства Республики Абхазия. И дальше сама публикация. Во всем возражении Минюста России мне предъявляются претензии по поводу 5 людей. Называть будем? Безусловно. Первый и самый главный – это целая публикация. Хочу отметить, что она я потом оставлю это все, да, она, на моей личной странице в Фейсбуке, даже не на СМИ, на моей личной странице, где я 6 февраля 2024 года выставила, пост о том, что я требую отставки министра иностранных дел Инала Арцинпа. Мне это вменяют, чтобы вы понимали. То есть я не говорила о министре иностранных дел России, Америки, Грузии, Китая, КНДР, я не знаю, до кого угодно, да? Я говорила о министре иностранных дел Республики Абхазия, гражданкой страны, которой я являюсь, да? Более того, Инал не даст соврать, закон о СМИ Республики Абхазия очень четко формулирует эти вещи, что я имею право давать оценку, давать свои личные суждения на те или иные действия. Мое суждение личное, как просто гражданки НИС Аршба, было вот таким. Минюст России это очень оскорбило. Минюст России очень оскорбил, очень оскорбила публикация уже в СМИ Аяшара, тот же самый Facebook, в который запрещенный в России. Да, но у нас он еще не запрещен, в котором я перепостила публикацию, причем они это прям указывают, кандидата экономических наук, доцента кафедры национальной экономики Республики Абхазия Хатуны Шатыпа, которая сделала такой экономический маленький короткий анализ того, что ежедневно наша страна будет выплачивать 154 тысячи рублей в течение 4 лет. Это более 220 миллионов рублей. И, и она связывает этот долг, с непрофессиональной, скажем так, работой Аслана Абжани и Бадры Гунба. Причем они оба указаны в этом тексте. Почему суждение специалиста, эксперта, которое основывалось на документах, которые были мною выложены в СМИ,
и в которых речь шла на тот момент о президенте и о вице-президенте Республики Абхазия, так сильно волновал Минюст России, не могу понять. 5 человек, я же говорила. Первый Инал Арцинба, второй Аслан Бжани, третий Бадра Гунба, четвертый Александр Анкваб и пятый Михаил Шургалин. Что именно о после России? Если вы помните, когда задержания массовые были на границе, обращение публичное было, подписи под которым собирались о том, что вот такое нельзя, это обращение адресовали послу Российской Федерации в Республике Абхазия. Я, как СМИ, безусловно, это обращение опубликовала у себя. Минюст России считает, что мне так делать было нельзя. Хорошо. Когда меня задержали на границе, кстати, когда моих коллег задерживали, вообще очень многих часами держали, у меня такого не было. И я даже иногда по этому поводу шутила, что ну как так, я как белая ворона все время среди всех выделяюсь. Ну вот за меня задержали. Недолго, правда, как бы спрашивали, почему я ездила в Донецк и так далее. Ну какие-то вот такие вещи были. Я об этом написала пост у себя на личной странице, ну небольшой пост, приложила к нему фотографию. По мнению Минюста России, я это не имела права публиковать. Хорошо, граница, посол, министр. В 2021 году, все помните, ковид, у нас был тяжелый период. Если вы помните, у наших пенсионеров абхазские карты забрали пластиковые, и тогда они были вынуждены вживую приходить, в очередях стоять у сберкассы. Я тогда сделала по этому поводу публикацию, и не так давно, значит, у меня всплыло воспоминание об этом, и я эту публикацию взяла и дополнила ее. Чем? Значит, тем, что в период ковида наши пенсионеры, пожилые люди, вынуждены были толпиться, в то время, когда вообще это крайне опасно все было. Значит, и все это произошло из-за того, что 25 миллионов рублей наше государство должно было выплатить Пенсионному фонду России. Ну, это известная, открытая, совершенно известная информация. Да. Вот. И я к этому добавляю, что за 2 года президентства Аслана Бжани им было роздано 250 пистолетов, средняя цена которых свыше 70 миллионов рублей. Я просто говорю о том, что, может быть, надо было не дарить пистолеты, а вот эти деньги бюджетные направить в Пенсионный фонд России, выплатить этот долг, но не вынуждать пожилых наших пенсионеров толпиться, заболевать и впоследствии, значит, какие-то непоправимые вещи для здоровья получать. Да? Минюст России посчитал, что я и на это не имею права. Честно сказать, судиться я не хотела, честно скажу. Подавать в России в суд я, правда, не хотела, но все-таки и нам, вообще многие, кто по этому поводу, с кем я говорил, они мне тогда объясняли, что это единственная возможность хоть какую-то информацию из российских структур того же Минюста получить. Если работа российского Минюста, я сейчас не даю оценку в целом, но касающаяся меня прям, не могу не сказать, построена вот так, тогда мне даже страшно предположить, за что же людей в нашей стране могут признавать иноагентами. И, кстати, у этого статуса довольно сложные последствия. Я думаю, что об этом тоже поговорим. Да, но я к чему? То есть простой пример, я вчера об этом говорила, вот простейший пример. Сидит домохозяйка дома, отключили свет, это у нас часто бывает, это нормально, уже почти. Нет света 3 часа. Она берет у себя на странице, допустим, в том же Фейсбуке пишет, да что же это за власть такая, где наша власть, мы 3 часа сидим без света. Иноагент, все, судя по возражению Минюста, по мотивации. Да, по вот этой мотивации, то каждый гражданин Республики Абхазия
Вне зависимости, он имеет гражданство России, не имеет, в законе это там у них все прописано, он может стать иноагентом, потому что так решил Минюст России. И вот тут самое главное. Ну вот мы же все прекрасно понимаем, что вот у Минюста России, огромного государства, да, масса дел, кроме как следить за публикациями Инала, НИСФ, Изиды Терентьевны, да, и всех остальных. Ты имеешь в виду, им помогали? Нет, я не просто имею в виду, я абсолютно уверена, что им очень помогали, и эта помощь, в кавычках, пришла именно из Республики Абхазия. Я сейчас не хотела бы свои домыслы излагать, да, предположения, но факты вообще вещь упрямая. Как только, значит, я пройду ту стадию, значит, в суде, о которой я говорила чуть ранее, и смогу в полном объеме раскрывать документы, которые, значит, Минюст России представил, вы поймете, какие структуры и на каком уровне были задействованы в этот процесс. И когда говорят о том, что ну, так нас попытались напугать, ну, знаете как, попугали бы, да, и сняли бы, да, там этот статус, если хотели только попугать. Я абсолютно в этом не уверена. Я вообще считаю, что Инал, я, Изида Терентьевна, мы как раз-таки стали той демонстрацией того для всех остальных, значит, того, что будет, если вы, значит, не совсем подчинитесь. Ну, или будете иметь свое личное собственное мнение на то или иное событие. В своей собственной стране, кстати. Ну, в твоем случае все-таки это важно, еще раз подчеркнуть, что ты гражданка только Республики Абхазия, и ты не можешь не быть иноагентом, да, в глазах Минюста России, потому что и все, что ты говоришь, и то, что ты публикуешь, и Ваяшара, это в рамках своего гражданства и своего государства, и критики своих властей. Единственное упоминание, о котором ты сказал, это посол России в Абхазии, но будем откровенны, все-таки очень много комментариев в адрес нынешнего посла было за эти годы, и публичных, и как бы и на своих страничках, и вот то, что ты сказала, и там подпись собирали. Инал, я вот хочу один такой комментарий тебе сейчас попросить сделать. Ты говоришь, что ты первый иноагент, ну, объявленный, но судя по тому, что инкриминируется НИСФе, придется как бы так изрядно пофантазировать, чтобы в твой адрес. То есть, ты говоришь, еще нет документов, но на самом деле, что предъявить-то? Мы, зачем сейчас греха таить? Мы все друг друга в этой стране знаем. И знаем, кто что думает, кто что говорил и так далее. И мы понимаем, что ни под одним фактом санкций персональных, которые были, найти сколько-нибудь там важные аргументы там, по иноагентству или по лишению гражданства или по репатриантам, которые, ну, это нереально, это только вот можно так выдумать белыми нитками и так далее. У тебя есть подозрение, что тебе могут вообще так? Ну, сейчас... Хорошо, не будем гадать. Ну как? Я даже не знаю, если исходить из того, что там НИСФАШ потребует отставки там министра иностранных дел Абхазии, там, ну, мне можно, наверное... Я, кстати говоря, никогда не требовал какой-то отставки, я просто какие-то вещи комментировал, да, то есть вот этого требования у меня нет, ну, и у меня не столь бурная фантазия, поэтому мне сложно сейчас как бы фантазировать в этом плане. Единственное, что я в чем уверен, знаете, даже несмотря на все эти вот эти экивоки, а то, что вот смотрите, сейчас Россия в какой ситуации находится, и вот сейчас вот она вот такого рода телодвижения проводит. И я просто уверен, что никогда Россия никаких телодвижений по отношению к Абхазии, именно к Абхазии, дружественной стране,
союзник реальный. Это не там не условный Азербайджан, который там как бы одно говорит, а другое делает. Да? Никогда бы Россия себе ничего не позволила бы по отношению к гражданам Абхазии, тем более там вот все, что там касается там людей, которые сейчас попали под опалу, они в принципе они просто участвуют в абхазском политическом процессе. Это вот сугубо, ну вот НИСПе предъявили, вот, министр иностранных дел Абхазии не нравится, она же не сказала, мне не нравится министр иностранных дел России, там, да, и она не сказала вообще, мне не нравится мэр Сочи, да, то есть она сугубо про своего абхазского чиновника сказала, и, то есть это ей в укор поставили. Я к тому, что если бы вот отсюда каких-то сигналов, каких-то, не то что сигналов, вот, откровенных просьб абхазской власти не было бы, то вот этой ситуации точно не было бы. То есть у меня самая главная претензия к Аслану Бжане, экс-президенту, в том, что он создал ситуацию, при котором внутренние проблемы, он решил как бы свой какой-то карьерный рост, как-то продержаться в своем президентском кресле путем обвинения, то есть части своего народа в том, что они какие-то представители иностранных спецслужб, там какой-то агентуры и так далее, и что он вот здесь, Аслан Бжаня, главная опора России, которая там, я не знаю, последнюю рубашку снял уже, как бы разорвал, да, защищая российские интересы. То есть он себя вот таким представил, да? Ну, мы видели публикацию. То есть у нас было и до него много президентов, да, слава богу, мы периодически выбираем кого-то президента, иногда выгоняем президента, да. Но у нас не было такого, чтобы президент жаловался на свой народ. Такого не было. Да, то есть он мог пожаловаться там, как бы в своем кругу, да, но писать официальные письма и говорить, вот эти люди. А Первый канал? Да, а этот Первый канал, когда он говорит, что у меня доказательств нет, но я знаю. Ну что такое я знаю? Ну вот, вылилось. Да. Для меня, ты понимаешь, меня спрашивают, кем я себя ощущаю. Ну, то есть, вот по отношению, там, вот, что мне там Минюст России там внес в этот реестр иностранных агентов. Я себя ощущаю агентом Абхазии. То есть, ну, кем я могу себя ощущать? Я агент Абхазии. А вот те люди, которые способствовали того, чтобы вот писали там какие-то, клеветали условно, писали какие-то подметные письма, да, там и так далее, кляузы какие-то, придумывали непонятно что, да, вот это и есть иностранные агенты, которые наше абхазское государство в угоду своим личным интересам решили свести под ноль. Нам нужно принять закон об То есть иностранном. это даже не 37-й год, ты понимаешь? Это даже не 37-й год. В 37-м году в рамках одной системы, одного государства стучали и так далее. Да? А это ты берешь представитель власти, абхазской власти, которая есть конституция, уголовный кодекс, как хочешь там, Ну, и потом, куча инструментариев. И ты, в принципе, можешь воспользоваться, да, тот же Аслан Бжаня мог, условно говоря, там взять и Налу Хашик, там сказать, вон там прокуратура есть, да, там разберитесь с ним и так далее. Нет. В этом плане, как бы, к Иналу претензий нет, но я лучше вон там пожалуюсь с Россией, и Россия будет, и скажу, что он враг. Да. Враг России. Враг России, да. Враг России. Потому что он ругает да. меня. У меня, понимаете, у меня жизнь публичная. Я публичный человек, я журналист. То есть мой продукт можно найти в этом интернете бесконечном, да, и вытащить его, ну, не составит труда. Я никогда себе не
никаких выпадов в отношении России у меня никогда не было. То есть я всегда сугубо говорил на абхазскую тему. Да? И придумывать что-то. И меня в укор ставят, что я встречался с иностранными политиками. Слушайте, я 30 лет в профессии. Да, с какими политиками только я не говорил, да, то есть, если условно говоря, у нас грузино-абхазский переговорный процесс идет столько-то лет, да, там уже больше 30 лет идет, да, и, то есть я знал всех спецпредставителей Генсека ООН, да, всех там представителей которые участвуют в качестве посредников в женевских дискуссиях. Да, это есть, даже, извини, да, это даже не аргумент. Да, я имею в виду, что... какая-то... Тогда страны глупость, друг с другом воюют, и потом они садятся. Я же не кройкой и шитья занимаюсь, да, то есть я журналист, да, пишу на политические темы, да, и... Нет, вот до этого это было нормально, да. А как только Аслан Бжаня стал президентом, это стало ненормально, и сразу это шпионаж, это, не знаю, что-то честно, еще. на самом деле, в нашем обществе, когда все друг друга знают, есть там законы всяких 7 рукопожатий, но у нас это в одном рукопожатии все происходит. Это... Никто в это не верит, никто в это не принимает. Даже если очень сильно хотеть, это невозможно принять. То есть мы говорим о каких-то этических моментах. Просто этические моменты, когда абхаз на абхаза стучит. Вот это очень просто. Публично, там, в письме, там, кулуарно там, постукивает там, и так далее. Но все это происходило, и мы понимаем, что только вот такие документы могут потом появиться, когда надо что-то теперь на 38 листах написать. Вот и пишут, что... Я представляю сейчас после этого эфира, сколько раз дважды иноагентом каждого объявят, и еще меня вдобавок. Это я все понимаю. Но важный момент. Мне кажется, что в части общества, нашего общества, не понимает, с чем именно сталкивается человек, в вашей профессии, в нашей профессии, хотя я не журналист, но в этом конкретном случае. То есть это же не просто в реестр внести, да? Это определенные ограничения. В нашей ситуации, когда мы находимся в полуизоляции, и единственная страна, которая нас не изолировала из нашего окружения, да, это Россия. И тогда получается с этими решениями уже полная изоляция, да? То есть, с Турцией только торговать, с Грузией торговать тоже как-то так. Частично. Да, не признано торговать, да? Ага. То есть получается, что такая тюрьма, да, как вся Абхазия для нас, для вас такая получается тюрьма. Это первый момент. Нет, для меня не тюрьма, это моя земля, это моя родина, да. Это ограниченное пространство. Да, тюрьма я в кавычки беру. Но что важно, то, что, Инал, ты сказал, что все-таки, наверное, это было наказать еще и, чтобы не подавно было дальше следующим. Представляете, ты критикуешь власть, теперь мне что, нельзя критиковать власть? И если я вдруг буду критиковать власть, я тоже буду объявлен иноагентом России. И получается, чем журналисты будут заниматься? Уже основное обжание нет, может и не будут. Я, знаешь, о чем подумал? Многие просто не понимают, что все говорят, это Россия так решила. Я говорю, слушайте, не бывает такого. У нас мы реально дружественная Россия страна, мы союзники, да. Наверное, такой уровень отношений там разве что у Беларуси. В каких-то вещах даже у нас поинтереснее. Да. Но представь себе, у государства, у Республики Беларусь, я не знаю, там, какому-нибудь Гуриновичу, гражданину Белоруссии Гуриновичу, нет никаких претензий политического характера. Он пишет там сугубо на белорусские темы. Он не пишет там про Россию, там ничего. То есть и вдруг его
объявляют иностранным агентом. Ты можешь вот просто себе представить? Это все Это нонсенс. Это сюр, Да, это конечно. нонсенс. Но как дальше, вот вы работаете, да, вы журналист, я понимаю, что все-таки все, что ты говоришь об Абхазии, но есть контакты, ты должен иметь эту свободу, вот это же ограничение. Понятно, да, если бы я, конечно... И не только с точки зрения вот лично вас, но и остальных. Остальные будут думать о том, публиковать, не публиковать, ругать, не ругать. Я понимаю, что был Аслан Бжания, сейчас он не президент. Но как инструментарий это может оставаться. Я уверена, что у нас осталось. плохие традиции, они быстро закрепляются, укореняются. Это как бы воспринимается как некая данность, которую уже нельзя изменить. Вот это самое плохое. Да, вот это самое плохое. И я надеюсь... Знаете, сейчас многие наши чиновники, они как бы говорят, объясняют, это сейчас Москва приняла решение, мы тут как бы сейчас и халшоя. То, что харая халшу, вот это надо делать. Харая халшу есть одна вещь. Нам нужно, единственное, что от власти требую, это вот работы чистыми руками. То есть вот то, что происходило при Аслане Бжане, это грязная работа. Это работа против своих граждан. Да? То есть это вот такие какие-то абсолютно методы из какого-то прошлого столетия. Это абсолютно непорядочно. Это не по-абхазски. Это не по-абхазски, с одной стороны. И я хочу, чтобы наша власть, она была в этом плане соответствовала каким-то определенным критериям. Сейчас вот эти ряд чиновников, которые были при прежней власти, и которые, к сожалению, остаются сейчас, они эту планку опустили. И я хочу, чтобы вот этот критерий, да, ты сейчас не можешь там посадить вот этих людей, которые писали доносы в чужое государство, хоть и союзник, но это донос, иногда просто списки передавали с данными, да, то есть это тоже преступление, там куча много статей можно найти, это вот здесь как бы из пальца высосанное, да, то есть я не знаю, как они могут быть предъявить за то, что гражданин Абхазии требует отставки собственного министра иностранных дел подшить к делу, да, то есть на каком основании. А там есть основания, очень много и оснований, когда чиновник секретную информацию, которую передает, и чтобы как бы наказали твоих же граждан, то есть здесь состав преступления даже не надо высасывать из пальца, он как бы на поверхности. Но я понимаю, что у нас этой традиции нет. Этой традиции наказывать чиновников нет. Да? В лучшем случае их там в отставку пошлют. Но я не настаиваю, я не кровожаден, да, и о том, чтобы там кого-то сажать и так далее. У нас, у абхазов вообще в традиции не было, да, там у нас не было тюрем, да, но был очень важный моральный аспект. Алла, Маса подобное было такое, да, и когда понимали, что человек совершил нехорошее, и это называлось емким словом «мама хагера», да, его просто изгоняли, он становился нерукопожатным среди своих, да, он там переселялся куда-то, он вынужден был, то есть это лучше бы ему там срок дали 10 лет, 15 лет. И я хочу я извиняюсь, Амахагера было изжито из наших структур, чтобы человек, который участвовал вот в такого рода махинациях, не надо вот это как бы доказательной базы нет. Но вы же знаете, что он это делал. Да. Вас же не в суд там просят прийти, но если ты знаешь, что вот твой чиновник этим занимался, избавься от него. По крайней мере, когда ты избавишься от него, твой авторитет поднимется. Будет понятно, что ты такими делами не собираешься заниматься. Вот это очень важный аспект, моральный аспект.
Да. Когда вот эта моральная составляющая, планка, она будет поднята для чиновничества, тогда и совсем другое отношение обычных людей будет к этой власти. И эффект от этого будет совершенно другой. И это скажется, это знаешь, как мультипликативный эффект. Да, любят самый, говорить, да. вот тот самый мультипликативный эффект. Доверие к государству, обычного гражданина. И это доверие, оно принесет результат во всех сферах. И в правопорядке, и в экономике, во всех сферах буквально, и в обороноспособности.